Дорогие друзья, я приветствую всех, кто сейчас смотрит мой канал. Вы видите, мой гость в прямом эфире Марк Фейгин. Я приношу извинения за то, что произошла накладка, и время начала этого стрима было обозначено как 18:00 по киевскому времени, на самом деле 19:00. Поэтому перед киевлянами и всеми, кто живет в том часовом поясе, очень извиняюсь. Вот мы начинаем. И сразу вопрос. Что вы думаете по поводу документа, который обнародован агентством Рейтер, где приводятся два варианта мирного соглашения, или, скажем, два варианта основных тезисов мирных соглашений. Предложение Соединенных Штатов и, как, судя по всему, согласованные с русскими, с Москвой, и предложения Украины и Европы, которые расходятся прежде всего в последовательности решения территориальных вопросов, вопросов, связанных со снятием санкций с Россией, с гарантиями безопасности и так далее. Воспринимаем ли мы это как истину в последней инстанции, или, может быть, это какой-то очередной вброс? Вы знаете, я вот передо мной сейчас этот текст из Reuters. Просто, может быть, зрители, кто видел, кто нет, кто отрывочно, кто судит по различного рода отрывочной информации, которая появляется, пишут следующее, что агентство утверждает, что Стив Витков привез в Москву план, который представлял на переговорах в Париже 17 апреля в Европе и Украине. Следующий пункт. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де юре и территории четырех новых регионов под контролем России де-факто. Да? Предусмотрен возврат Киева территории в Харьковской области. Ну, это кусочек до Вовчанска, я так понимаю. Также в перечне отказ Украины от стремления вступить в НАТО и европейские гарантии безопасности Киева. Речь в документе идет о снятии санкций с России, о сотрудничестве России и США в энергетике и промышленности. Среди пунктов есть восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Соединенными Штатами Америки. Украина также имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбургской косой. Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашения по экономическому сотрудничеству и полезных ископаемых. Ну, понятно. Украина будет полностью реконструирована, получит финансовую компенсацию. Тоже непонятно за счет чего. Ладно. Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты. Хочу подчеркнуть, видимо, речь идет не только о американских, но и европейских санкциях. Ну и, видимо, других союзников Украины, может, Канада. Она вот не относится же к Европе. Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетических и других и промышленных секторах. Вот это то, что мы читаем в Reuters по поводу плана, который представили США. Для нас имеет значение в обсуждении именно он. Потому что возражения Украины понятны. Возражения Европы, в принципе, они могут совпадать в значимой части с претензиями Украины. И тоже понятны. Можем потратить на это время, можем их обсуждать. А вот что мы все-таки хотим обсудить относительно плана, приведенного Витковым, но, видимо, это и есть план Трампа. Я думаю, что это не вброс, я думаю, что это реально то, что привез Уитков, то, что он предлагал на встрече в Париже, и, возможно, сказать, это точно отражает позицию Дональда Трампа относительно возможности урегулирования. Мы до конца не понимаем, как Москва реагирует на это. Это предложение Трампа. А согласилась ли с ним Москва? Вот открытый вопрос. Это тоже очень важно, понимаете? Она может говорить одно, потом другое, потом снова одно, потом другое. От Европы, от Украины требуется согласие именно на этот план. Москва еще слова своего не давала. Москва еще ответа окончательного, такого, который мы могли бы публично расценить, как согласие именно с этим вариантом плана, мы не слышали. Просто это очень важно оговорить, потому что получается, что это как бы план России и США, хотя на самом деле мы не видим по этому поводу официальных заявлений со стороны Москвы. То есть теперь, что касается самого плана, того, что является, по сути, видимо, планом Трампа, как я себе это понимаю. Ну, начнем с того, что это не 30-дневное прекращение огня, это, как говорят, как указывается в Reuters, документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров. Окей, с этим можно согласиться, пункт вполне допустимый. Действительно, что вату по столу гонять, 30-дневные, не 30-дневные, хорошо, допустим. Дальше, предложение США также включает признание Крыма де юре.
Вопрос, кем признание де юре? Здесь не расшифровывается, и я думаю, специально оставлена лакуна. Трамп одним образом трактует, Украина отреагировала другим образом. Он же после заявления Зеленского, которое он критиковал, Wall Street Journal, он говорил о том, что никто Украине не предлагает признавать де юре. И если это Соединенные Штаты признают де юре, ну, давайте так, Евгений Алексеевич, ну, а кто повлияет на Трампа? Признает и признает, ну, а что делать? Украина же не влияет ни в моменте, ни каким-то еще образом, признает Вашингтон официальный де юре Крым или нет. Ну, вот Украина, как бы, мне кажется, если этот план предполагает ее признание, то этого не будет. То есть, и это невозможно по многим причинам. Если США признают, ну, это их личное дело. Ну, по большому счету, кто тут копии ломать. Хотя я предполагаю, что речь идет именно о признании де юре Киевом. Я думаю, что предполагается именно это. И сыр-бор весь, он именно в том, что Киев не согласен на юридическое признание Крыма российской субъекта федерации. Далее. 4 области. Вот тут я и территории 4 новых регионов под контролем России де-факто. Вот у меня тут, а тут открытый вопрос. Имеется в виду 4 области по линии боевого соприкосновения, которые Москва считает своими, или же вот то, что, на чем настаивает Москва публично, на 4 областях Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой до административных границ, то есть включая правый берег Днепра, Херсон. Я просто поясняю, может, не все как бы географию именно так понимают. Но вот конкретно, это что имеется в виду? Опять же, моя интерпретация, я тут вижу разные интерпретации, но я так понимаю, что имеется в виду именно до административных границ. То есть признайте и отдайте, выведите части ВСУ из неоккупированных частей этих 4 областей. Ну, Луганск там маленький кусочек, практически ничего. Донецкая существенная, это вот, давайте прямо говорить, Донецкая это вот везде, где я там бывал, это Константиновка, это Славянск, это вот все вот это вот. Отдайте, просто так. Значит, ну и понятно Запорожье, ну и понятно Херсон, все понятно, да? То есть давайте. Нет, простите, вот я сейчас смотрю, в американской версии, извините, ради бога, США де юре признают российский контроль над Крымом. Да, то, что мы сказали. США де-факто признают российский контроль над Луганской областью. И США де-факто, не де юре, признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые вооруженными силами РФ. Ну, это важное уточнение. Не так, как требует Путин. Не так, как требует Путин. А Путин настаивает именно на 4 до административных границ. Вот давайте просто это зафиксируем. Потому что до этого от того же Виткофа звучало, что обосновано это требование Москвы, и как бы что тут. 4 области. Извините, что я вас перебиваю, Марк Захарович, но просто к вопросу о том, насколько четко, ясно и внятно представляют себе Трамп с Уиткофом, ну, скажем так, некоторые ключевые эпизоды новейшей украинской истории. Вы видели, как Трамп говорил про Крым давеча? Он говорил, Крым они давно потеряли. Это вообще было при Обаме. Они без единого выстрела, без всякой войны Крым передали России, а теперь хотят получить обратно. Я прям как услышал это, так чуть со стула не упал. Это для нас не новость. То, что Трамп в этом смысле абсолютно, так сказать, лицо и мало разбирающееся, и в определенном смысле беспомощное, потому что, ну, как бы... Вообще он не представляет. Вот вы задали вопрос, представляет ли он? Нет, они не представляют. Я вот слышал, мне вот люди пишут, что для Виткофа было открытием, что, оказывается, существуют и Минские соглашения. И процесс был связанный с ними, он этого не знал. Он с другими делами занимался, он занимался девелопментом в Нью-Йорке. Ну, это ладно. Они с Трампом играют в Мару-Лаго, в гольф, и, я так понимаю, заедали. Кстати, вы слышали историю про откуда взялась цифра 350? Миллиардов, которые должна Украина. Да. Ой, простите, вы куда-то пропали. Как-то у нас вот неожиданно при разговоре про 350 ярдов пропала связь с Марком Фейгином. Сейчас мы попробуем ее восстановить.
Опа. Я прошу прощения, приношу, у меня весь день колбасит почему-то интернет. Это никакие не вражеские проявления, это что-то здесь во Францию меня, значит, что-то вышибает. То и дело, я вот этим занимался перед началом эфира, приношу свои Слушай, глубочайшие это извинения. интересная история. Я этого не знал, вот буквально узнал. Оказывается, у профессиональных гольфистов и у заядлых любителей гольфа есть такой термин ударить мяч на 350 ярдов. Это вот, условно говоря, когда они проходят один грин, ну там Да, вот, вы знаете, там из 18 гринов или там фэйрвеев состоит хорошее профессиональное гольф-поле. И вот считается, что тот, кто умеет посылать мячик на 350 ярдов, тот крутой. И, судя по всему, вот именно от этого-то и появилась эта цифра. ну, не берусь судить, я не гольфист. Вот. Один раз я стукнул был тут на гольф-поле, значит, на юге Франции. Вот. Не похвалюсь, у меня тем более тут травма руки, поэтому, ну, наверное, да. Потому что и в других На самом деле, я один раз в жизни брал урок гольфа, и оказалось, что это такая охрененная нагрузка на организм. Это очень большая и очень надо На самом деле, беречь. вот так вот размахнуться клюшкой, потом корпусом нанести удар разворотом корпуса, это... Да, ну, надо отдать должное, Трамп играет, он это дело любит, значит, видимо, ему это все близко, и, возможно, так сказать, его завиральные представления из гольфа-то и проистекают. Но лучше бы он играл в американский футбол тогда, вот, быстрее травму получил. Я хочу сказать, что, ну, наверное, так сказать, все их представления о предыдущем политическом процессе и то, что творилось с 2014 года, они приблизительно на этом уровне удара мячика, по мячику. Вот, но... Для нас просто имеет важнейшее значение именно из чего исходит их предложение. Вот все равно даже в этом случае, оговоримся, что даже если 3 области, ну, Луганск, она почти полностью под контролем Москвы, даже если они по линии боевого соприкосновения признают де-факто занятые Москвой территории, понимаете, я исхожу из того, что план этот все равно в пользу Москвы. Понимаете? Потому что я так и не понял, что же дается взамен. Взамен, как я вижу, опять же, это американская сторона предлагает. Мы еще не слышали ответа Москвы. Мы не слышали согласия Москвы на этот план. И еще не факт, что она согласится вот с непередачей ей 4 этих областей полностью до административных границ. Это было публичное и многократное требование Москвы. Так вот, я так и не понял, что получает Украина. Взамен она что получает конкретно? Я так понял с первого пункта прекращения войны вот в моменте. Но в отсутствие гарантии ее этой войны возобновления, вот я не вижу, где эти гарантии. Хотя указывается о том, что гарантии европейские как бы безопасности даются при невступлении в НАТО Украины. Но в чем они должны выражаться, так и непонятно. Москва, я напомню, выступила против демилитаризованной зоны, внутри которой должны размещаться контингенты европейских армий, британской, французской и любых других. Она выступила резко, жестко, многократно против. Тогда что означают европейские гарантии? Это просто продолжение поставок вооружений? Ну так это и сейчас есть. Это и сейчас есть. Это обучение солдат, это инструкторы на территории Украины. Так они есть и сейчас на территории Украины. Гарантии уже от невозобновления войны. Я хочу услышать, в чем они выражаются. Вот НАТО, их нет. Их нет. Вы понимаете? Вот смотрите, я сейчас пробегаю опять по этому списку. И, собственно, что получает Украина? Здесь один единственный пункт такой предельно размытый, и непонятно, в чем он, собственно, выражается. Украина получает надежные гарантии безопасности. Что за гарантии? А какие гарантии? Надежные от кого и так далее. Америка уже заявила, что она никаких гарантий не собирается Украине предоставлять. Многократно это было заявлено. Что с широкого плеча американско-российского, я так полагаю, не просто американского, у меня такое подозрение, что это американско-российское широкое плечо, получает, может стремиться, так и быть, стать частью Евросоюза. Возвращает себе территорию Харьковской области. Но мы же знаем, что там очень небольшая территория находится сейчас под контролем российских войск. Возвращает себе контроль над Каховской гидростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которые будут управлять США, и электроэнергия, вырабатываемая Запорожской атомной электростанцией, будет распределяться между
обеими сторонами конфликта. Как И, хорошо. конечно, вот самый такой вот важный кусок, тут я просто руками развору, Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кенбурнской косой. Все. Понятно. Все, там дальше что-то такое непонятное. Украина будет полностью восстановлена, как, кем, когда, Кем, какой счет, деньги, и получит финансовую компенсацию. Так и хочется от сказать. кого? $1. Да, вы знаете, Нет, погодите, Москва отказывается от любых репараций. Это твердая, ясная и достаточно жесткая позиция Москвы. Она не собирается не только нести репарации в отношении Украины, платить и так далее, но и выступает за размораживание ее средств, а, видимо, пункта о снятии санкций, видимо, и американский, и европейский, он предполагает именно это, что деньги Москвы, вот в Европе это 300 миллиардов, в Бельгии замороженные, соответственно, активов государственных, должны вернуться в Москву. Понимаете? Нет, послушайте, здесь я должен отдать, Давай. извините за невольную тавтологию, в ответных европейско-украинских предложениях и здесь... Нет, но это мы сейчас говорим не американские, это надо оговорить, что это ответные украино-европейские, это другое. Мы обсуждаем американские. В европейских предложениях в ответных как раз говорится о том, что получит финансовую компенсацию Украина за счет, в том числе, за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. Ну, правильно. Это то, что хочет Европа. Невнятное. Но это не американская позиция. Мы не Нет. видим ничего из этого в плане... Понять бессмысленно обсуждать европейскую и украинскую позицию. Она нам понятна, да, так сказать. Хорошо, что она есть европейская. Да, она безусловно, но опять же, так она демонстрирует неприемлемость именно этого, в том числе американского плана, который односторонне выгоден Москве. Просто Москва может еще больше требовать. Это не значит, что Москве план не нравится американскому. Он ей нравится. Снятие санкций всех с 2014 года. Как Путин сам на РСПП сейчас на съезде заявил, 25,5 тысяч санкций введены против России. То есть вот это вот все должно быть снято. А я вот, помните, не раз даже в вашем эфире говорил, а вот санкции это что? Это мера наказания или мера, побуждающая к какому-то правильному характеру действий? Если это побуждительная мера, то тогда, конечно, ее можно снимать, она побудила, мир достигнут. А мне-то казалось, что все-таки нужно исходить из того, что санкции это наказание за уже сделанное, за умерших людей, за убитых, за разрушенные города, за саму эту агрессивную политику. Ты должен расплатиться ущербом, который ты должен нести. А если ты не несешь этого ущерба, а спустя какое-то время он отменяется, то есть этого наказания ты исчерпываешь только путем того, что прекратил делать, прекратил совершать эти преступления. Но этого мало. Этого мало для того, чтобы получить это прощение, да, по существу. Но тем не менее, значит, если это всего лишь побудительная мера, то тогда они отменяются, и Москва возвращается к своему положению и статусу де-факто и де-юре в качестве полноценного участника международных правовых отношений, понимаете, и тогда не несет никакой ответственности за Бучу. Что несет Россия за Бучу? Вот она несет. Ну, понятно, что людей же не оживишь, вот они вот лежат убитые в повалках. А вот за Сумы, а за Кривой Рог, она какую ответственность несет? Получается, никакой. Ну, если санкции отменяются, то вообще никакой. Значит, вот ты прекратил убивать в Сумах, ну, если это произойдет. И за то, что ты прекращаешь убивать в Сумах детишек, ты, значит, с тебя снимаются санкции. Так если санкции наказание, то наказание не исчерпывается, оно пожизненное. Пока вообще все не изменится. Не то, что там прекратят войну, не то, что, значит, компенсируют, загладят вину, а как бы изменится страна, понимаете, которая не допускает в дальнейшем больше подобного рода действий. Ну, честно говоря, я, в общем, считаю, что санкции не должны сниматься. А почему они должны сниматься? Что это за уступка? Ну, в конце концов, если Соединенные Штаты хотят снять, это право Соединенных Штатов. Хотят, снимают. Кто заставит Трампа не снимать? А вот Европу зачем побуждать снимать санкции? Канаду, например, или там, не знаю, Австралию, Японию, Южную Корею. Все, кто вводили санкции. Почему вы их побуждаете снимать санкции? Почему это условие для третьих стран, которые вообще, извините, ни ухом, ни рылом, в конце концов, они не в Европе живут, они не являются активными участниками помощи Украине в войне, ну, являются, но не самыми активными. Почему они должны вообще с оглядкой на вас смотреть, снимать санкции для того, чтобы обеспечивать Москве более комфортное состояние? На эти 16 пакетов европейских санкций почему должны сниматься?
Ну, может быть, какие-то санкции, которые мешают восстановлению Украины и обеспечению ее, значит, восстановлению ее потенциала, может быть, можно пересмотреть. А по отношению исключительно к Москве, почему они должны пересматривать эти санкции? Почему это увязывается с миром? Ну, понятно, это желание Москвы, это понятно. Хорошо, с этим согласны Соединенные Штаты. Ради бога, в конце концов, над Соединенными Штатами никто их не может заставить. А остальные-то почему должны в этом процессе быть обязаны, вопреки своим национальным интересам, безопасности, а Европе это очень актуальный острый вопрос, должны идти на этом поводу. Непонятно совершенно. Вот это, почему увязывание с третьими странами идет, вот это мне совершенно непонятно. Но, в конце концов, это позиция и Москвы, и теперь уже Соединенных Штатов. То есть на этом пункте это все может сломаться. Вот я что хочу. Вот смотрите, какая интересная история-то возникает, о чем многие забывают. Некоторые вспомнили историю про меморандум Помпео. Да. Но, оказывается, помимо меморандума Помпео есть закон, который принят в 2017 году американским Конгрессом, который прямо запрещает признавать аннексию территории Украины. Ну, не сомневаюсь. В 2017 году закон, который называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Вот такая формулировка. И особые накладывает он ограничения на Россию, Иран и Северную Корею. Вот там все противники Америки, как говорится, в одном флаконе находятся. И прямо называется аннексия Крыма незаконной. Прямо налагает запрет на признание законной этой самой аннексии Крыма, как и любое другое завоевание украинских территорий. И также закон разрешает Конгрессу блокировать отмену санкций против России. И вот как теперь, интересно, Трамп будет это обходить? Ну, вы знаете, Трамп уже демонстрирует небрежение, вообще говоря, традициями и законами, в том числе законами. Кстати сказать, у них там сейчас в Америке развивается тяжелейшая история с отправкой мигранта из Сальвадора. Там Верховный суд решил его вернуть, потому что у него были законные основания нахождения на территории США, и Трамп отказался исполнять решение Верховного суда. Ну, беспрецедентный такой момент. Посмотрим, чем это там закончится. Но это частность, но которая демонстрирует, в общем, небрежение законом и вытекающими из него правилами высшими должностными лицами нынешней новой администрации, прежде всего самим Трампом. Поэтому допустить, что Трамп проигнорирует наличие этого закона, ну, вполне можно, а почему нет? Ну, мы такое видели, ничего здесь нового нету. Трамп и все эти традиции и законы, это все игрушки так называемой элиты Капитолия, с которой он воюет, понимаете, капиталистским холмом. Поэтому Трамп на эти вещи плевал, в общем-то говоря. По большому счету, другое дело, что, видите, какая штука. Еще раз хочу подчеркнуть, Москва может не верить даже Трампу. Почему? Потому что, вы вот де юре признаете Крым российским, а вот через что будет 3,5 года? Вот Трампа не станет, да, он уйдет и так далее. Придет новый Байден или еще кто-нибудь, и он скажет, это ничего не волнует, мы сейчас это все отменим, и отменит признание Крыма. То есть Москва все-таки, на мой личный взгляд, будет настаивать на каких-то не просто гарантиях, но на чем-то таком, что является в качестве этой игры поддавки чем-то материально реальным, чем-то таким, что можно пощупать. Вот передача Москвы, Херсона и неоккупированных частей 4 областей – это что-то реальное. Вот ты за даром, просто на шару, что называется, получаешь 4 части территории, да, административных границ 4 области. Вот это они считают, ну ладно, вот тут бы воевали, надо Днепр было бы форсировать, а мы его теперь не форсируем. Вот это что-то ощутимое. Поэтому я не верю, что Москва согласится просто де юре, де факто вот это жонглирование. Да? Она будет настаивать на чем-то большем. И вряд ли остановится только на этом. Для нее даже этот план предельно выгоден. Вот, но Москва так устроена, что ее это тоже не удовлетворит. Вот моя точка зрения. Несмотря на то, что, видимо, они действительно плодотворно сотрудничают, и Витков, и Путин, которые сегодня уже там, которые уже 3-й раз встречались в Москве, в Кремле. Вот. То, на что возражает Киев и Европа, мы понимаем прекрасно. Да? То есть, по сути, можно считать это капитуляцией, такой условной,
со стороны Украины. Этот план фактически к этому это оформляет. Вот, потому что Украина не добивает цели ни деоккупации, ни уж если ты теряешь территории, простите, но взамен тогда надо полностью порывать с Россией и с ее контролем за суверенитетом Украины. А это означает и вступление в НАТО, и в ЕС, без всякой оглядки. Иметь армию в 1,5 миллиона, как заявил Зеленский. Почему? Мы же отдаем вам территории. Ну, это же логично. Почему же мы продолжаем быть на жесткой сцепке с Кремлем, который, значит, запрещает нам, значит, вступать в НАТО, запрещает, еще неизвестно, как будет с ЕС, не контролирует наши гарантии безопасности. Ну, я вот так упрощаю, да. Не, ну, это в случае, если Украина и ее европейские союзники с этим планом согласятся. Но Ну, естественно. вы видели весьма эмоциональное выступление президента Франции Макрона, который... Ну да, что Путин врет постоянно. А вот, ну, как-то он для президента Франции и для Макрона вот такие жесткие слова, которые мы вчера услышали, это, в общем, наверное, самое жесткое, что он когда-либо говорил. Да, я согласен, но ведь Пора кончать врать. Ну, он же правду сказал. Конечно. А правда, какая бы она ни была резкой, противоестественная, знаете, для наследников Толерана и так далее, ну, как-то, в общем, лучше правду говорить. Что ж, ситуация не такая, когда можно постоянно бесконечно шаркать в одну, в другую сторону и так далее, и пытаться обходить некие острые моменты, дабы что, не прослыть грубияном или человеком бескомпромиссным до степени безумства, что ли? Ну, нет же. Сейчас ситуация именно такая, когда у Путина появился союзник в лице Трампа и его администрации. И Европа, как никто другой, уж Франция точно сознает эту опасность конструкции. Тогда у меня, знаете, какой вопрос возникает? Подождите, а вот откуда публикации в самых, что ни на есть, респектабельных газетах, в том числе о том, что типа тот же Макрон или британец Стармер, я имею в виду премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что якобы они все уже сдали назад, пошли на попятную и отказываются от своих намерений. По вводу контингента на территорию Украины. Я думаю, под этим есть основания. Во всяком случае, что касается Британии, то Британия, мне кажется, на мой личный взгляд, испытывает давление со стороны Вашингтона, а там все-таки англосаксонские свои связи, на предмет того, чтобы не вовлекаться, тем более в одностороннем порядке, в проведение этой миссии в Украине. Вот. И я думаю, что связанная с этим политика отказа от ведения своих контингентов, она преследует цель, дабы избежать большой войны. Это старая история. И второе, это не тратить жизнь собственных граждан, солдат и офицеров, вдруг если они окажутся на территории воюющей Украины, вдруг это большой... Я понял, что у Макрона таких намерений не наблюдается. А ему не выбираться. Он в 27 году, во-первых, каденцию заканчивает, это раз. Во-вторых, он не связан теми обязательствами, которые, безусловно, есть между Лондоном и Вашингтоном. Франция в этом смысле, кстати, особый член, принимающий только частью обязательств в том же НАТО. Например, использование ядерных сил Франция абсолютно свободна и не связана никакими отсылками к Вашингтону и к разрешению его в качестве гаранта ядерной безопасности Европы спрашивать разрешение, что с этим ядерным оружием делать. Вот у Франции гораздо большего маневра. В Британии куда меньше. Там значимая часть вооружений, производимых, кстати, в Великобритании, это вооружение, производимое совместно с Соединенными Штатами. Кстати, вот ракета Stone Shadow, которая предоставляется Украине, она же тоже производится, она британо-американская. Ну, я уж не говорю про другие виды вооружений, связи, отношений. Там, конечно, нет, французская скальп. Stone Shadows – это крылатая ракета, она американо-британская, ну, как и многие средства, которые производятся в Европе, как насамсы и так далее, это все совместные разработки, потому что там есть лицензии и там, и соответствующие ограничения на использование в связи с межгосударственным соглашением по этому поводу. Вот, но суть не в этом. Это все детали, пусть военные эксперты разбираются, а то, что действительно Британия держится гораздо осторожнее, чем Франция. Потому что, ко всему прочему, Британия не член Евросоюза. И, скажем так, не континентальный лидер европейского сообщества. Не является таковым. Да, европеец,
Да, это страна европейская, и у нее совместные представления о европейской безопасности вместе с континентальной Европой, но все-таки это нечто отдельное. Мгм. Франция как бы формально несет на себе миссию, функцию защиты и обеспечения безопасности всей континентальной Европы, Евросоюза и все, что мы под этим подразумеваем, ну, 3 десятков стран, которые продолжают сохранять единство в рамках континентальной Европы. И поэтому поведение Франции, оно еще и подкреплено и обосновано тем, что Франция является главным гарантом безопасности, так же как Германия главным гарантом экономической безопасности, вот она является военной и политической безопасностью на континенте. Поэтому для нее это остро актуальный вопрос, касающийся непосредственно безопасности стран, за которые Франция отвечает. Ну, так получилось. Могло бы быть по-другому, но за минусом Соединенных Штатов и, в общем, неконтинентального статуса Британии, конечно, это для Франции вопрос, являющийся непосредственным, понимаете? Вот, поэтому Макрон демонстрирует эту смелость еще и потому, что собственно, больше никаких стран на континенте не остается. А какие это еще страны? Есть только 2 ядерных державы в Европе. Это Британия и Франция. Если это не Британия, то только остается Франция. У Германии ядерного С точки оружия нет. зрения военной достаточно сильные Германия и Польша. Безусловно. А по сумме все 3 страны, они представляют большую военную силу, как бы, если сложить потенциал. Но все-таки ядерное оружие, являющееся определяющим фактором, находится именно у Франции. 300 боеголовок. Я думаю, больше, но это другой вопрос. Ну, 300 боеголовок в случае чего хватит. Хватит и, знаете, 50. Вот. Вопрос не в количестве, а вопрос, скажем так, на территории Европы около 100 боеголовок американских ядерных размещены по всей Европе. А если допустить, что Америка снимает, ну, Хексит, вот глава Пентагона постоянно же оперирует тому, что мы снимаем с себя ответственность за европейскую безопасность. Кто заменит эти 100 боеголовок, которые, ну, допустим, будут выведены с территории Европы обратно в США, там, сказать, там, не знаю, уж куда-то где-то там будут размещены, кто будет прикрывать европейское пространство от возможного ядерного удара? Вот сейчас Шойгу, секретарь Совета Безопасности, дал интервью, ну, понятно, что ему сказали дать это интервью, где он опять начал трясти эти доктрины новые, по которой они могут применять ядерное оружие в случае военного столкновения по отношению к странам, которые этим ядерным оружием не обладают и не применяют в отношении Москвы. То есть он намекает на эти самые контингенты, что если они приедут в Украину и вдруг по отчаянию будут обеспечивать бесполетную зону, окажутся в зоне боевых действий, окажутся в зоне поражений и так далее, то Москва будет их расценивать как минимум вовлеченных непосредственно в конфликт странах, союзников Украины. А значит, может, в соответствии со своей доктриной ядерной безопасности применять ядерное оружие по отношению к ним тоже. Является это сдерживающим фактором для той же Великобритании в связи вот с тем, что мы обсуждаем? Безусловно, конечно. Конечно. Да, да. Кстати, я тут посмотрел на всякий случай, чтобы нас потом не обвинили в ошибке. Оказывается, Storm Shadow и Scalp – это 2 варианта одной и той же ракеты. Просто... Ну, да, но производство все-таки британского. Storm Shadow британцы поставляют. Вот англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая компанией Matra и British Aerospace. Да. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой Scalp. И да. в принципе, разработана она на основе крылатой ракеты Apache, и разница в том, что Storm Shadow несет боеголовку, а Scalp несет суббоеприпасы. Что такое суббоеприпасы? Я не очень хорошо понимаю, но примерно представляю, что она несет, предположим, большое количество мелких ракет, которые дальше как стартуют с нее как с носителя, возможно, по разным целям. Но судя по тому, что стоит такая одна ракета около $1 миллиона, ну, в общем, серьезная штука, судя по всему. И, кстати, на днях появилась информация, что Франция сняла все ограничения для Украины по использованию вот этих вот ракет «Скальп». Ну, это так. Мы, кстати, ожидаем, что такую же крылатую ракету «Таурус», французскую, извините, немецкую, после прихода к власти Мерца, нового канцлера Германии, такие же поставки начнутся
после 6 мая, ну так заявляется, я не знаю, будет это или нет, в адрес Украины со стороны Германии. Будет или нет, давайте посмотрим. Мы уже столько раз это анонсировали, ну не мы, а как бы европейские официальные лица, поэтому посмотрим. Но то есть речь идет все-таки в большей степени о том, что у Европы, в принципе, и континентальной Британии с ней есть ресурсы, есть средства, которые могут обеспечить паритет и по средствам баллистическим, и по другим таким же с Москвой. Ну, условный паритет, да, потому что все равно Москва производит больше и так далее. Вот. От твердости и последовательности позиции европейских стран будет зависеть, скажем так, удастся США продавить этот вот план кабальный для Украины или нет. Опять же, когда сейчас будут идти обсуждения, я уверен, что будут звучать голоса: слушайте, ну что вы, сколько можно воевать, нужно же уже наконец, там, да, вот народ истощен и так далее. И что? Я задаю вопрос, и что? Пожертвовать территориями? И вот тут сразу начинается, нет, вот принять план Трампа, попытка виляния такого. Я не буду называть фамилии, ну, разные люди, которые, в общем, которых мы все хорошо знаем и так далее, почему-то абстрактно рассуждают о возможности мира, что надо его принять, что это Зеленский препятствует и так далее, но не акцентируют на конкретных вещах, что Украина должна сделать. И вправе ли Зеленский, например, принять на себя ответственность, дает ли ему такое право Конституция, признавать де-факто, де-юре территории, чем-то жертвовать, без согласия, там, условно, общественного мнения, электората, в конце концов, представительного органа и так далее, и так далее. То есть это интересует меньше. Ты давай вот там все подпиши, а потом со своим народом сам разбирайся, отвечай перед ним, на каком основании ты это сделал. И все попытки киевской власти говорить о том, что мы не можем этого подписывать, у нас нет таких полномочий эти территории признавать отторгнуты, да еще и юридически законами, которые находятся в руках агрессора. Нет таких полномочий, нету. Но это все туда же, в ту же кошелку, где пренебрежение законами, когда очень хочется, то можно. Вот Трампа и его окружение, когда он может закрывать глаза на вещи, которые, ну, являются обязательными, которые нельзя избежать, которые не являются видом политического компромисса или выражением реалполитик. Да? Ну что делать? Вот такие обстоятельства. Можно и закрыть глаза на закон. Вот в случае с Украиной это сложно сделать, потому что Украина сама вовлечена в войну. Она воюет, там люди в форме. По войне, слушайте, вот вы как-нибудь можете прокомментировать новость о том, что в подмосковной Балашихе убит высокопоставленный российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил. А если кто не понимает, о чем идет речь, Главное оперативное управление Генштаба, его еще называют первым главком, это, что называется, мозг всего генерального штаба. Это то самое управление, где разрабатываются военные операции, планируется наступление, оборона, встречный бой и, собственно, боевые действия, которые российская армия ведет в Украине. Именно там планируются и разрабатываются. Серьезная история. Убит он взрывом самодельного устройства, установленного в припаркованном автомобиле рядом с его домом. Или, я не буду утверждать, что это именно его дом, может быть, он куда-то туда приезжал в гости или не знаю. Но факт тот, что когда он проходил мимо этого автомобиля, автомобиль взорвался. Судя по всему, кто-то этим самым устройством управлял с помощью какого-то дистанционного пульта. Так, случайно такие вещи не происходят. Ну, это само собой. Во-первых, мы такое уже видели. Это не первое такое убийство, это не первая такая диверсия военная. Я допускаю, что это действительно сделали украинские спецслужбы. Возможно, опять же, мы деталей всех не знаем, это же покрыто тайной. Он отвечал за нанесение ударов по вот этим объектам в Сумах и в Кривом Роге и в других местах. Возможно, я не знаю этого, ну я додумываю, да, скажем так. Вот, украинская сторона не раз обещала за такое, значит, обязательно наказать. Ну, вот это идет, война же идет. Он же, извините, не семечками торгует. Ну, то есть должны отдавать себе отчет, что такое возможно.
что тебя могут убить, раз ты принимаешь такие решения и знаешь, к чему они приводят, к гибели там и смертям и так далее, но будь готов, что по отношению к тебе будут вот такие вещи использовать. Здесь нет правил. Вот это очень важно. Москва сама все правила отменила, понимаете? Здесь нельзя так, ой, вот воевать на фронте можно, а вот бомбы закладывать самодельно нельзя. Не, этих правил больше нет. То есть, когда уже счет идет на погибших, ну, так прилично, уже там сотни тысяч, то разговоров о том, что, значит, здесь так можно, так нельзя, терроризм, диверсия или что там еще, заказное убийство, это больше вообще никакой роли не играет. То есть, правил больше нет. И Украина, в общем, эту игру приняла и теперь играет по-другому. Вот. Теперь другие правила вступили. Прежние уже больше не работают. И, кстати, вы знаете, перспективы не очень хорошие у других таких же. Но это следствие войны. Просто вот эти разговоры про то, что а как же так можно? Но это следствие войны. Не надо было начинать войну, и не надо было ее вести именно таким образом. Ничего другого. Как одна из моих недавних собеседниц, известная журналистка Мария Строева, совершенно справедливо сказала, что, в общем, в последнее время, глядя на то, как Россия ведет боевые действия, у нее как-то язык не поворачивается это называть войной. Это что-то другое. Это вот какая-то масштабная террористическая операция, направленная на уничтожение украинских городов, мирных кварталов и нанесение максимального человеческого урона мирным жителям. Вы знаете, я вам так скажу, Евгений Алексеевич, я на войнах на разных побывал. Везде, где российское государство, еще там остатки советского, постсоветского, если хотите, воевало, везде было одно и то же. Везде. Везде. Ну, просто в 90-х об этом говорили внутри, то есть там все-таки это был свободный информационный обмен, и это можно было узнать из собственных российских СМИ о том, как она воюет, российская армия. Хотя я во время войны в Чечне прям находился в Рискоме, там я туда приехал 2 января, вот, и, так сказать, все это наблюдал в 95-м году в Грозном, и поэтому и там несколько раз бывал, и все это видел, и проехал все районы, и встречался с Масхадом во время войны и так далее, ну, все, кто следили, знают. Поэтому, честно говоря, для меня новость того, как воюет Россия в Украине, сказать по правде, особо и... Ну, грядущие черты украинской войны этой, если ее действительно мы вправе называть войной, а не как-то иначе, они, конечно же, согласитесь, еще в первую чеченскую прослеживались. 100%. Однозначно. Все признаки этого и формы... Бомбардировки Грозного, ковровые, по сути дела, и Самашки, и всякие вот эти подвалы уже тогда появились, да? Да, были. Вы знаете, меня застала один раз бомбардировка в Грозном, я тогда был депутатом Госдумы, и со мной была группа журналистов. Ну, сейчас их знают, они там по разным местам разбрелись. Была такая Калинина со мной из Московского... Юлия Калинина из Московского. Да. Михаил Новоселов был такой из «Известий», Сердюков Миша был собеседник. Вот мы были все вместе, забрались в Шато-Борзоевский район. Вот. Миша все время снимал, там он фотограф был. Вот. И при нас началась бомбардировка. Сбрасывали бомбы прямо на село. А мы прямо в нем находились, группой. Да? И вот только пролетел истребитель, сбросил несколько бомб. И мы подходим, собрались жители села. В тот момент никого не убили из людей, но убили корову. То есть она попала в поле прямо на территории села, такое небольшое. И вот эта корова, вот это разъятая, кишки вываленные, все это дымится еще. И, значит, Миша бегает, это все снимает и так далее. А ясно, что целились куда-то по жилым домам, потому что, быстро пролетели, быстро сбросили, улетели. Вот так очутилось. Все, конечно, попадали на землю в момент, когда этот пролет был, и когда сбрасывали. И вот мы прям в этот момент оказались в Шато-Борзоевском районе. Шато-Борзоев, по-моему, был как раз. И это все наблюдали. Вот. И уже тогда было понятно. Одни говорят, да нет, вы знаете, они сбрасывают, чтобы боезапас просто скинуть и все. А другие говорят, не-не-не, они метились как бы конкретно. Смысл кидать было на село бомбу, я даже тогда так и не понял, зачем это было делать. Я, правда, находился и в момент в Грозном, во второй горбольнице, штурмы шли, когда бои шли внутри Грозного от Рискома по проспекту Хрущева. И тогда очень беспощадно, в тот момент, кстати, очень сильно обстреливали градами. И грады никто не разбирал, гражданский объект, не гражданский объект, есть там люди, нет людей, очень плевать.
В общем, просто это все обстрел сплошняком шел. Но, повторяю, разница с украинской войной заключается в том, что со мной были журналисты, они приезжали, об этом писали, рассказывали в своих изданиях, понимаете? А вот такое происходит. И это было, ну, как сказать, да, вот об этом рассказывалось, это было открыто, так сказать, пресса писала, известные издания об этом выходили, это все репортажно докладывалось. А сейчас же этого же ничего нет. Они же больше вот рассказывают про то, что в Буче трупы, а британская разведка привезла, понимаете? Работает только пропаганда, журналистики-то нет. Слушайте, а вы помните историю про взрыв, в кавычках, на центральном рынке города Грозного в октябре 99 года? Не помните, когда ракетный удар был, по сути дела, Что-то такое было, да, что-то такое было. был ракетный удар нанесен по центру. Это уже было после операции в августе в Карамахи-Чабанмахи. Уже, собственно, старт начался. Стояние было на границе, административной границе Чеченской Республики, когда подошли с Натеречного, других районов и ждали вступления в бой российские части. И кампания началась тогда. Да. Так вот, замечательная история есть. Значит, 21 октября приходит новость о вот этой трагедии. Там десятки человек погибли, а поскольку, как вы знаете, чеченцы, мусульмане своих убитых должны похоронить в тот же день, невозможно было определить, сколько народу погибло. Родные разобрали трупы погибших, и было очевидно, что счет идет на десятки человек. И в этот момент будущий президент России, а тогда премьер-министр Владимир Путин, находится на встрече Россия-Евросоюз, которая происходит, ну, то ли в Брюсселе, то ли в Хельсинки, неважно. Вот. И он сидит за одним столом с тогдашним генсеком НАТО, с Соланой и с тогдашним главой, вот как сейчас Кая Калласа, тогда европейскую дипломатию возглавлял Крис Паттон, бывший губернатор, последний британский губернатор Гонконга. И да. Вот Крис Паттон пишет: мы спросили у Путина, а что там у вас произошло, расскажите. Вот приходит противоречивая информация, говорят о ракетном обстреле, значит, Путин там с кем-то связался, говорит, это все чушь, это у боевиков взорвался склад. Да, как обычно. Вдохновенно рассказывать о том, что это боевики в центре рынка создали подземный склад, который вот сдетонировал, взорвался. И дальше очаровательный совершенно комментарий, никогда его не забуду. Крис Паттон пишет: мы с Соланой сидим, слушаем Путина и понимаем, что он врет. Врет. И смотрим на Путина и понимаем, что Путин понимает, что мы понимаем, что он врет. Ну так, то есть им понадобилось... 99-й год. 26 лет понадобилось, чтобы Макрон начал заявлять, Путин постоянно врет. То есть им 26 лет понадобилось для этого, чтобы это понять. Так они бы у нас спросили, мы бы им это все рассказали еще в 99-м. Понимаете? Получается ловушка такая, потому что это никогда не закончится, это никогда не исчерпается. То есть не будет такого, что вдруг в один день они перевернутся и станут правдивыми, станут рассказывать все как есть и так далее, перестанут врать, перестанут убивать. Этого не будет. Этого не будет. И поэтому, если политика мира, посредничества исходит из попыток закрыть на что-то глаза, ну, а мы видим, что Трамп постоянно говорит, это они в сумме, говорит, ошиблись. Значит, Путин очень хочет мира, там, шаги навстречу, тра-та-та, значит, вот. Еще вчера он осуждал удары по Киеву, а сегодня они уже радуются. Я вам смотрю комментарий Трампа на визит Виткофа в Путину, и уже в бравурных выражениях. Ну, то есть, играться собираются вот в эту игру, предложенную по правилам Путина. Понимаете, предложенную Путину по правилам Путина. Но это можно делать, но я еще раз хочу подчеркнуть, это чревато весьма печальными последствиями для всех участников этой игры, и прежде всего для самих Соединенных Штатов. Просто это сейчас еще до конца непонятно. Те, кто к нам не прислушивает, те, кто игнорирует это, ну, когда-нибудь узнают, как это бывает. С Путиным в эти игры садиться играть. Вот и все. Марк Захарович, нам надо заканчивать. Под конец разговора один вопрос. Совершенно потрясающая история. Я не знаю, слышали вы уже, прочитали или нет.
В Украине на войне погиб сын замдиректора ЦРУ. Майкл Глосс, которому было 21 год, он служил в Рязанском полку ВДВ. Судя по всему, такой вот, как называют, трудный подросток, который мотался по миру, который был, что называется, в разных странах, в Италии, в Израиле, в Турции, путешествовал по миру, ну и в итоге попал в Россию и завербовался служить в российскую армию и погиб. И у меня возникает вопрос, черт возьми, а у него мать замдиректора ЦРУ Джулиан Глосс, а отец ветеран военно-морских сил и глава компании, которая поставляет секретное программное обеспечение Пентагону. И вот я себе просто задумываюсь, интересно, какую в результате информацию безутешные родители поставляют в Белый дом? Понятия не имею. Вообще, я бы сказал, что мир настолько сдвинулся в сторону безумия, в Соединенных Штатах в частности, что сейчас нас удивить вообще, чем бы то ни было, ну, вещь такая, знаете, уже всякое Но видеть. есть над чем задуматься, согласитесь. Я понимаю, что бывают трудные подростки, которых куда только не заносят. Но я вот представляю, мать, у которой сын погиб на войне в Украине. Против Украины, я заметил, против. Но она, возможно, думает, что это была справедливая война, если мой мальчик на нее записался и там погиб. А черт его знает, что у нее там в голове. Но для этого должны они сами, ЦРУ, сами органы проводить и внутренние расследования и выяснять вообще, как так вообще могло получиться, и что это, и как это. Да? Но здесь возникает конфликт интересов, согласитесь, что, условно говоря, конечно. Человек, у которого случилась в семье такая беда, он будет пристрастен, возможно, да. Да, может быть, даже решением соответствующих инстанций, которые в этом будут разбираться, отстранен Конечно, от конечно. решения любых связанных с соответствующими материями. Да. Как этот подросток или там молодой человек воспитывался, что дошел именно до этого? Ну, хороший вопрос. Ну что ж, к сожалению, у меня вот уже эфир начинает на 2 часа канале. Я вас прекрасно понимаю. Марк Захарович, спасибо огромное за этот разговор. Нас очень хорошо смотрели. У нас была с вами большая аудитория. Друзья, вам спасибо. Те, кто смотрел нас не сначала, имейте в виду, вот мы сейчас распрощаемся. И потом наш разговор будет уже в записи выложен. Сможете посмотреть его от начала до конца. И прошу вас, продолжайте там, глядя в записи, активно реагировать, ставить лайки, задавать вопросы, оставлять комментарии. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и на канал Марка Фейгина. Всего доброго. Да. До свидания. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.